Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Меджлис Туркменистана, как и некоторые другие государственные органы, стал пристанищем для бывших чиновников. Здесь можно спокойно доработать до пенсии, без большого риска в чем-то проштрафиться. Работают тут и откровенные паразиты, и вчерашние выпускники вузов, продвинутые на высокую должность своими влиятельными родственниками. О подобных специалистах в новом видео Turkmen-News. Атамурат Мурадов, главный специалист сектора печати и связей с общественностью Меджлиса Туркменистана. Одновременно он является младшим братом бывшего вице-премьера Гачмурада Мурадова, ныне переместившегося на неприметную должность в Туркменском государственном институте экономики и управления. В Меджлисе Атамурат работает с 2018 года, а нынешний пост занимает с 2021. Поначалу при влиятельном брате Мурадову напрягаться не приходилось. Он просто периодически звонил на телевидение и приглашал съемочную группу в Меджлис. Когда депутаты давали комментарии на заданные темы, он молча стоял рядом. Но в феврале 2020 года Мурадова-старшего сняли с поста вице-премьера, и Атамурат понял, что если не начать изображать бурную деятельность, то его быстро признают бесполезным. И Мурадов придумал гениальный ход. Он заранее распечатывает на бумаге речи для депутатов крупным шрифтом и из-за спин телевизионщиков показывать им, играя роль телесуфлера. Депутатам это понравилось. Конечно, раньше они и сами могли наговорить комментарии в нужном духе и стиле, но теперь им совершенно не нужно напрягаться. Уловка сработала. Мурадов считается ценным кадром, и речь о его увольнении не заходит. Он регулярно получает юбилейные медали в честь различных дат, за любовь к Отечеству и в честь 30-летия независимости. Госнаграды в Туркменистане раздают довольно щедро, но все же не всем подряд. Так что можно констатировать, что и наверху Мурадовым вполне довольны. И это не единичный случай причудливой карьеры, которую неожиданно обеспечили былые заслуги и семейные отношения. Недавно Turkmen-News писал о бывших высокопоставленных чиновниках, купивших себе неприметные должности в кабинете министров. В Меджлисе также немало сотрудников с интересным прошлым или с любопытными родственными связями. Бывший главный редактор правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан» Владимир Губанов сейчас занимает пост главного специалиста комитета Меджлиса по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Еще до отставки с поста главреда он возглавил этот комитет. А в декабре 2011 года тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил Губанова из газеты, пояснив, что на его должности в Меджлисе серьезно выросла нагрузка. С тех пор прошло больше 10 лет. Губанов все еще работает в комитете. Правда, неизвестно когда и почему он переместился с должности председателя на еще более скромный пост главного специалиста. А начальником сектора кадров и специальных работ Меджлиса является Телагазель Мурадова, бывший судья Верховного суда. В 2015 году ее сначала перевели из Верховного суда в арбитражный, где она продержалась до 2020 года. Но теперь у Мурадовой скромный пенсионный пост в законодательном органе. Специалистом сектора международных отношений и протокола Меджлиса значится Айлар Випаевна Нурыева, дочь замглавы Министерства иностранных дел Випа Хаджиева. Девушка не так давно окончила Международный университет гуманитарных наук и развития, но уже успела получить высокую должность в парламенте. Правда, сейчас она находится в декрете, а ее папа Випа Хаджиев, официальный представитель Туркменистана на заседаниях ООН, ОБСЕ и других международных организаций, стал дедушкой. Членом комитета по международным и межпарламентским связям является Нуры Камеков, родной брат Тайлы Камекова, посла Туркменистана в Италии. Подобные тихие и незаметные должности во многом даже более выигрышные, чем те, что находятся на виду и которые предполагают регулярное общение с главой государства. Вице-премьеры, министры, заместители министров получают выговоры и выслушивают критику, перед ними ставятся сложные задачи, их работой интересуются проверяющие. А невысокие посты в органах власти позволяют их обладателям без особых забот и рисков чувствовать себя большими людьми, плюс пользоваться всеми сопутствующими благами. Кстати, бывший председатель самого Меджлиса Гульшат Мамедова, уволенная в апреле 2023 года, сейчас трудится начальником общего отдела Хикимлика нового города Аркадага. В этом качестве она присутствовала на недавнем заседании Халк Маслахаты.
Том самом, где делегатам запрещали ходить в туалет, дремать и пользоваться телефонами, а президента Сердара Бердымухамедова под бурные аплодисменты признали героем Туркменистана. В общем, экс-глава парламента Мамедова не унывает, держа руку на пульсе и продолжая посещать ключевые для страны мероприятия. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.